Несколько стендов, знакомящих с судьбами защитниц Родины. Вместо нарядных платьев – гимнастерки и бушлаты. С каждой фотографией улыбаются смелые красавицы. Среди них, конечно, особое место занимает Асият Тутаева. Она является одной из немногих тогдашних образованных женщин нашей республики. Она училась в Ленинградском государственном университете, готовилась к защите докторской диссертации и получению степени доктора медицинских наук. Но, к сожалению, этим планам не суждено было сбыться. В первые дни войны она записалась добровольцем. Она была взята в плен, и под угрозой смерти она ничего не сказала. И в ноябре месяце в Тернопольской области ее повесили. У войны не женское лицо, но, видимо, это не про Великую Отечественную. Разведчицы, танкистки, медсестры и летчицы. На земле, в море и в небе они сражались наравне с мужчинами. К примеру, герой Советского Союза Валентина Гризодубова совершила более 200 боевых вылетов. В выставке под названием «Женское лицо Победы» основной акцент делается на Валентину Степановну Гризодубову. Она является героем Советского Союза, основательницей первого антифашистского марша советских женщин. Также стоит отметить то, что в 1938 году они совершили первый полет на самолете «Родина». Валентина Гризодубова вошла в историю и как первый председатель антифашистского комитета советских женщин. Его правопреемником стал Союз женщин России, инициатор выставки в рамках акции «Женское лицо Победы». Если раньше основной целью Союза женщин России было повышение статуса женщин в обществе, то сегодня эти цели изменились до реализации до реализации с государством демографических проектов. Выставка «Женское лицо Победы» проходит в Краеведческом музее республики впервые. Из-за неблагоприятной эпидобстановки ее до сих пор откладывали. Мы, в свою очередь, эту акцию приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 110-летнему юбилею со дня рождения советской летчицы и героя Советского Союза Валентины Гризодубовой. И эта выставка наша продлится до конца года, так как этот год считается годом памяти и славы. Эта экспозиция как дань памяти тем, кому мы обязаны мирным небом над головой. И еще напоминание, что война не щадит никого, ни мужчин, ни женщин. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.